Добрый день. Меня видно, слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате, если меня видно и слышно. Мгм. Сегодня с вами будет Майбурова Валерия Александровна, консультант Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования и педагог-психолог детского дома номер 3. Мы поговорим с вами об асоциальном поведении детей и его профилактике. Это важный и актуальный вопрос, который волнует не только педагогическое сообщество, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских домов, но и также родителей. На поведение человека влияют нормы и законы общества, в котором он живет. Правовые, нравственные, моральные устои руководят поступками, образом, мыслями и действиями личности. Если человек игнорирует или намеренно нарушает общепринятые нормы и демонстрирует это окружающим активно или пассивно, то его поведение расценивается как асоциальное. Асоциальное поведение рассматривается как разновидность агрессивного поведения. Асоциальное поведение – это отклоняющееся поведение, которое включает в себя систему поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Агрессивное же поведение – это проявление агрессивности, которое выражается в деструктивных действиях, целью которых является нанесение вреда. У разных людей агрессивность проявляется по-разному. Это может быть как физически, так и вербально. Можно выражать агрессию как пассивно, так и активно. Можно выражать ее прямо или косвенно. Но реальность такова, что не существует людей, у которых бы она полностью отсутствовала. Нормальное поведение полагает взаимодействие ребенка с микросоциумом, адекватными потребностями и возможностями его развития и социализации. Первое проявление отклоняющегося или асоциального поведения наблюдается уже у детей и подростков. Если окружение ребенка способно своевременно и адекватно реагировать на те или иные особенности подростка, то поведение его будет считаться нормальным. А для того, чтобы лучше понять специфику возникновения асоциального поведения у подростка, давайте сейчас с вами рассмотрим, что же происходит с подростком, как он меняется, особенности его изменения. В подростковом возрасте происходят такие изменения, это как физические, эмоциональные и социальные. В физических изменениях рост в этом возрасте не только быстрый, но и неравномерный. Поэтому подросток может чувствовать себя усталым, неуклюжим, думает, что привлекает всеобщее внимание и чувствует себя неловко. Также в этом возрасте начинают появляться признаки полового созревания, проявляется интерес к противоположному полу. В эмоциональных изменениях происходит у подростка резкая смена настроения, часто проявляется вспыльчивость. Постепенно подросток начинает обретать уверенность в себе. Часто подростки склонны упрямо придерживаться своих взглядов и утверждать их повсюду, считать, что только их мнение важно. В социальном развитии происходит разрыв семейных связей, растет желание дружить с группой сверстников. И, как правило, подростки желают быть независимым от своей семьи, желают поскорее стать взрослым. Подростков, чье поведение отклоняется от принятых в обществе правил, норм поведения, называют трудными или трудновоспитуемыми, с девиантным, отклоняющимся или асоциальным поведением. Поведение некоторых детей и подростков обращает на себя внимание нарушению норм, несоответствием получаемым советам и рекомендациям, отличается от поведения тех, кто укладывается в нормативные требования семьи, школы, общества. Далее мы с вами рассмотрим, какие виды асоциального
поведения есть и как они проявляются у детей и подростков. Выделяется 4 вида асоциального поведения. Это противоправное, аморальное, преступное и аутодеструктивное. Сейчас мы подробнее рассмотрим и остановимся на каждом виде асоциального поведения. Противоправное поведение сюда можно включить совершение мелких краж и грабежей, угон транспорта без цели хищения, унижение достоинства людей, хулиганство, драки, нападение с целью напугать. Аморальное поведение, к нему относятся прюскетентные, то есть беспорядочные половые связи, проституция, бродяжничество, попрошайничество. Как же проявляется форма аморального поведения у подростков и у детей младшего школьного возраста? Они схожи. Это могут быть уходы из дома, бродяжничество, также школьные прогулы или отказ от обучения, граффити. У младших школьников может проявляться воровство, ложь, вымогательство или попрошайничество. Преступное или делинквентное поведение мы также можем рассмотреть как в младшем школьном возрасте, также и в подростковом возрасте. В младшем школьном возрасте такое поведение проявляется как насилие по отношению к младшим детям, к сверстникам, жестокое обращение с животными, воровство, мелкое хулиганство. У подростков, начиная примерно с 13 лет, такое поведение будет проявляться в хулиганстве, в кражах, грабежах и насилиях. И аутодеструктивный вид поведения, то есть саморазрушительное поведение. Сюда будут относиться суицидальное поведение, пищевая или химическая зависимость. То есть здесь может наблюдаться употребление психоактивных веществ или анорексия, что часто проявляется у девочек подросткового возраста. Все эти виды асоциального поведения и проявления этих форм у детей и подростков нередко служат средством самоутверждения, выражают протест против действительной или кажущейся несправедливости взрослых. Теперь давайте мы с вами посмотрим, на что же следует обратить внимание взрослых, воспитателям, родителям, бабушкам, мамам, папам, дедушкам, особенно психологу. Признаки асоциального поведения у младших школьников и у подростков. Младшие школьники, как правило, не умеют строить отношения в детском коллективе. У них отсутствует интерес к обучающим занятиям, проявляется агрессивность, жестокость к членам семьи и другим людям, животным. Они могут проявлять истерику, грубость и конфликтные ситуации, как правило, решают драками, криками, угрозами. Подростки могут отказаться выполнять поручения, наносить себе повреждения на теле, драться, быть раздражительными. У них может быть высокий уровень тревожности, агрессивности, негативизма и депрессивного состояния. В течение жизни подростка происходит расширение диапазона социальных ролей. Он может быть учеником, участником самодеятельности, быть членом спортивной команды. Однако их освоение происходит с трудом, что может привести к большому эмоциональному усилию и нарушению поведения. Далее мы посмотрим, какие есть нарушения поведения у детей и подростков. Это гиперкинетическое расстройство поведения, несоциализированное расстройство поведения и социализированное расстройство поведения. Сейчас я расскажу поподробнее. Гиперкинетическое расстройство поведения характеризуется тем, что у подростков проявляется настойчивость деятельности, требующая умственного напряжения. Тенденция переходить от одного занятия к другому, так и не закончить ни одно занятие и ни другое. С этим вместе могут сочетаться безрассудность, импульсивность, склонность попадать в несчастные случаи. Как правило, во взаимоотношениях со взрослыми он не чувствует дистанции, дети их не любят и не хотят с ними взаимодействовать.
Несоциализированное расстройство поведения характеризуется сочетанием упорного, антисоциального или агрессивного поведения с нарушением социальных норм и со значительными нарушениями взаимоотношений с другими детьми. Такое поведение отличается отсутствием продуктивного общения со сверстниками и проявляется в изоляции от них. По отношению к взрослым чаще всего такие дети могут проявлять несогласие, жестокость, негодование. Типичное поведение подростка будет рассматриваться как дрочливостью, хулиганством, вымогательством или нападением с насилием, жестокостью, непослушанием и грубостью. И социализированное расстройство поведения, оно отличается тем, что стойко асоциальное поведение, такое как воровство, лживость, прогулы в школу, уходы из дома, вымогательство, грубость или агрессивное поведение возникают у общительных детей и подростков. Чаще такие подростки входят в группу асоциальных сверстников. В одних случаях вышеописанные нарушения поведения сочетаются с постоянной депрессией, которая может проявляться сильным страданием, потерей интересов, утрата удовольствия от эмоциональных игр и занятий. В других же может проявляться нарушение поведения, будет сопровождаться тревогой, боязливостью, страхами и переживаниями за свое здоровье. Дальше мы рассмотрим, какие же факторы влияют на поведенческие расстройства. Выделяются следующие факторы. Это медицинские. Медицинские факторы подразделяются на врожденные. Это может быть поражение плода различной этиологии во время внутриутробного развития. Наследственные факторы – это генетическая расположенность к отклонениям поведения. И приобретенные, например, инфекционные заболевания или черепно-мозговая травма. Следующие факторы – это педагогические причины. Сюда мы можем включать ошибки в воспитании ребенка, допускаемые в семье, плохой пример родителей, пренебрежение родительскими обязанностями, необоснованные наказания, невнимание родителей или чрезмерная опека. Следующие факторы – это социальные. Низкий материальный доход в семье, социальное положение в обществе, проживание в неблагополучной семье. И последние факторы – это психологические. Психологические факторы формируются на фоне медицинских и педагогических. Здесь может проявляться повышенный уровень агрессии, неуправляемости, нежелание идти на контакт с взрослыми. Именно под воздействием этих факторов дети оказываются в группе риска. Подростки, относящиеся к этой категории, не всегда являются малолетними преступниками или правонарушителями. Часто это тихие и спокойные, замкнутые дети, которые подвержены воздействию ряда взаимосвязанных биологических, социальных, психологических факторов, в результате чего они оказываются склонными к правонарушениями, насилиями и другими видами асоциального поведения. Важно помнить, что факторы отражаются на поведенном и эмоциональном состоянии ребенка. Особенно это явно проявляется у детей, которые проживают в детских домах. Дети, которые пережили разлуку с родителями после решения суда о лишении родительских прав и помещении ребенка в детский дом, несмотря на то, что они проживали, как правило, в неблагополучной семье, они продолжают любить своих родителей. И для них очень тяжело переживать тот момент, что они расстались и остались сейчас одни. Поведение и эмоции таких детей может быть совершенно разным. Такие дети могут быть озлобленными, они могут пренебрегать нормами поведения и обязанностями, проявлять жестокость по отношению к другим детям, совершать самовольные уходы, наносить вред своему здоровью, а могут быть, наоборот, замкнутыми, тихими и не проявлять ярких эмоций. У детей из детских домов либо нет возможности принимать социальный опыт родителя, либо, как правило, этот опыт будет негативный. А социальное поведение в детском доме – это поведение ребенка, которое не соответствует общепринятым нормам, в результате чего эти нормы и нарушаются. Нам, взрослым, необходимо понимать, что такое поведение – это следствие неудачного процесса социализации личности.
На следующем слайде представлены стадии асоциального поведения. Это неодобряемое поведение, порицаемое поведение, девиантное поведение, делинквентное поведение, преступное и деструктивное. Сейчас мы с вами подробно рассмотрим этапы асоциального поведения. На первом этапе до асоциального поведения мы можем видеть такие проявления, как несогласие, непослушание, отрицание, невыполнение некоторых социальных требований. Такое поведение мы еще не можем назвать асоциальным, оно будет предасоциальным, и здесь можно проводить консультирование, оказывать психологическую поддержку, развивать коммуникативные навыки, обучать методам релаксации. При успешной работе прогноз будет положительным, и ребенок не перейдет на второй этап. Если же не получится оказать вовремя помощь и заметить эти проявления у ребенка или подростка, то, скорее всего, ребенок может перейти на второй этап. Второй этап характеризуется нарушением социальных требований, норм и проявления противозаконных действий, например, такие как мелкие кражи, обман, хулиганство. Здесь сама личность, сам ребенок, он может по-разному относиться к своим поступкам. Он может считать, что его поступки нормальные, соответствуют ценностям и нормам. Может, наоборот, считать, что они не совпадают с его ценностями и нормами. И здесь помощь, которую необходимо оказать такому подростку или ребенку, она носит два аспекта. Это мы можем влиять на саму личность ребенка, а также мы можем влиять на его ближайшее окружение. Здесь мы можем проводить семейную терапию и проводить терапию с теми людьми, которые окружают ребенка. Также необходима вовремя помощь, она может помочь ребенку перестать вести себя асоциально. Но если же также вовремя не заметили поведение ребенка, не обратили внимания и не помогли ему справиться с его поведением, то он может перейти на третий этап. На третьем этапе асоциального поведения характеристика включает это уже рецидивы противозаконных действий и накопление опыта в этом отношении. Это могут быть кражи, насилие, грубое хулиганство. И такой ребенок уже включается в группы с социальным характером поведения. Здесь сам ребенок и личность свое поведение может рассматривать как нормальным, порой может рассматривать и ненормальным, но ему самому будет тяжело справиться со своим поведением. Поэтому здесь задача также помочь ему и вовремя справиться с этим поведением. То есть это будет коррекция его поведения, коррекция поведения окружающих его людей. Следующий этап, на который может перейти человек, это уже устойчивое асоциальное поведение. Здесь проявляются рецидивы и утяжеление противозаконных действий, проявление опасных преступлений, включение в группы с выраженным асоциальным характером. На этом этапе также можно еще помочь человеку вернуться, встать на правильный путь и исправить свое поведение. Но оно будет уже гораздо тяжелее и дольше. А на пятом этапе, где проявляется устойчивое, особо опасное социальное поведение, оно характеризуется устойчивыми противозаконными действиями и тяжелыми преступлениями. На этом этапе, как правило, коррекция, она практически уже может не иметь какого-либо воздействия. Для того, чтобы оказать ребенку помощь, для того, чтобы у него не было социального поведения, или для того, чтобы он дальше не переступил на третий, четвертый и пятый этапы, наша задача – это проводить профилактическую коррекцию, профилактическую работу. Профилактическая работа, она бывает социально-педагогическая диагностика и консультирование. Здесь
мы отслеживаем динамику социогенеза личности, определение причин его нарушения, то есть проводим полную диагностику, выявляем причины поведения, с какой семьи ребенок прибыл, его интересы, его склонности, его взаимоотношения со взрослыми, его взаимоотношения с детьми. Социально-профилактическая работа, она включает в себя разработку и реализацию программ профилактики психического напряжения у детей, создание благоприятного социально-психологического микроклимата, оптимизацию общения воспитанников с членами своей семьи, работниками и сверстниками, работа по адаптации воспитанников к широкому социальному окружению. Также здесь проводятся психолого-педагогические консилиумы по анализу социальной ситуации развития воспитанников и выработки мер комплексной помощи детей со стороны специалистов. Сюда же можно включить и программу профилактики социальных вредностей, таких как алкоголизм, наркомания, токсикомания. На третьем этапе это социальное воспитание, непосредственно коррекционно-развивающая работа. Сюда мы можем включить программу развития житейских умений и навыков, программа по профориентации, программа подготовки к семейной жизни, программа развития коммуникативных навыков и умений, программа коррекции образа «Я». Очень важным элементом воспитательной работы в детском доме также является профилактика асоциального поведения. Когда у ребенка, проживающего в семье, появляется асоциальное поведение, есть больше шансов среагировать на поведенческие изменения ребенка и подростка и принять необходимые меры для их устранения. Но в детском доме это сделать сложнее, потому что дети попадают в детский дом, как правильно, уже с асоциальным поведением. Поэтому на первом месте здесь выходит коррекция асоциального поведения. Ну и также профилактика в детских домах имеет место быть для того, чтобы другие дети, у которых нет еще асоциального поведения, не взяли негативный пример с тех детей, у которых есть асоциальное поведение. Следовательно, основными функциями работы по профилактике асоциального поведения в детском доме является это диагностическая функция. Как я уже говорила выше, мы здесь определяем индивидуальные психологические особенности ребенка с его окружением, как он общается со взрослыми, как он общается с другими детьми. Здесь мы определяем такого ребенка в группу риска. И следующая функция – это терапевтическая функция. Терапевтическая функция включает исправление ситуации или условий, в которых проживал ребенок, непосредственное оказание помощи, консультирование, психотерапия. Психотерапия здесь подразумевается именно медицинская помощь и коррекция. Коррекция, она включает в себя несколько направлений. Здесь происходит совершенствование социальной жизни людей, устранение социальных факторов, способствующих формированию и проявлению девиантного поведения, формирование условий, способствующих ресоциализации и реабилитации, воспитание социально позитивно ориентированной личности. Процесс перевоспитания включает решение следующих задач и функций. Это для старшеклассников и для детей. Такие функции, как восстановительная. Восстановительная функция предполагает восстановление тех положительных качеств, которые преобладали у подростка до появления трудновоспитуемости, то есть обращение к памяти подростка о его добрых делах, о его добрых поступках. Компенсирующая функция. Она заключается в формировании у подростка стремления компенсировать тот или иной недостаток усилением деятельности в той области, которую любит, в которой он добивается быстрых успехов. Если, например, подросток плохо учился, то он может преуспевать в спорте, труде. Стимулирующая функция направлена на активизацию положительно общественно полезной деятельности воспитанника. Она осуществляется путем одобрения или осуждения, то есть не безразличного,
эмоционального отношения к личности подростка и его поступкам. Исправительная функция связана с исправлением отрицательных качеств подростка и предполагает применение разнообразных методов поощрения, внушения, убеждения, примера, связанных с коррекцией его поведения. Какие можно проводить профилактические мероприятия? На первом месте это стоит ликвидация пробелов в знаниях учащихся. На втором месте борьба с прогулами занятий. На третьем месте это организация досуга учащихся. Широкое вовлечение учащихся занятий спортом, художественного творчества, кружковую работу – это одно из важнейших направлений воспитательной деятельности. Следующее – это пропаганда здорового образа жизни. И здесь можно с детьми проводить круглые столы, беседы, приглашать интересных людей, просматривать и обсуждать различные фильмы. Сейчас поподробнее я хотела бы остановиться на таком моменте, который называется ликвидация пробелов в знаниях учащихся. Ни для кого не секрет, что многие дети, которые поступают в детские дома, имеют школьную дезадаптацию. Такие дети изначально бывают плохо подготовлены к школе, негативно относятся к домашним заданиям, к их выполнениям, выражают безразличие к школьным оценкам и часто прогуливают уроки. Прогулы уроков тоже за собой может нести определенные моменты. Прогуливая уроки хотя бы один раз, и если ребенок будет не наказан каким-то образом, то он может повторить эти прогулы еще раз и в конечном счете превратиться в прогульщика, приобщиться к бродяжеству и попрошайничеству. Поэтому важной задачей и важной функцией воспитателей и работников детского дома – это ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. Для этого необходима совместная работа школы и детского дома. Здесь можно проводить педагогические советы, проводить психолога, медика, педагогические консилиумы для составления индивидуальной программы по преодолению пробелов знаний. Учитель может давать ребенку домашние задания, которые он выполняет дома. Это домашнее задание он может выполнять дома, опираясь на помощь более взрослого ребенка или опираясь на помощь воспитателя. Выполняя дома домашнее задание, ученик отдает на проверку учителю, учитель ставит ему положительную оценку, тем самым все вместе мы можем создавать оценку успешности для этого ученика. Он понимает о том, что он хорошо справился с домашним заданием, о том, что у него это получилось, и у него создается ситуация успеха. Дальше он понимает, что также он может постепенно справиться и с другими заданиями. И данную ситуацию успеха необходимо постоянно поддерживать. Также для ликвидации пробелов знаний это можно проводить психологическое просвещение педагогов, как учителей, так и воспитателей в детском саду. Необходимо постоянно посещать уроки, контролировать, как ведет себя ученик, как он справляется, что у него получается, что не получается. Записывать в журнал, какие есть пробелы, и также дома работать над этими пробелами. Также ребенку можно предлагать дополнительными задания. Это могут быть задания, связанные с учебой, где у него есть пробелы, и также можно давать дополнительные задания на развитие памяти, внимания, речи. Здесь можно проводить тренинги по развитию коммуникативных умений, разрешения конфликтных ситуаций и уверенности в себе. Ведь порой дети прогуливают школу не только потому, что у них есть пробелы в знаниях, но и потому, что у них складываются конфликтные ситуации со сверстниками или с учителями. Также здесь мы можем организовать группы педагогической помощи, то есть это выбрать для такого ребенка или наставника, который будет помогать ему в учебе,
в домашних заданиях. Это может быть как более старший ученик, а также это может быть учитель или воспитатель. Рекомендации, которые помогают формировать у детей и подростков адекватное отношение к себе и окружающим, это заслуженная похвала ребенка, исправление, открытое общение, совместные занятия, положительный пример взрослого. Заслуженная похвала детей нужно поощрять, но только в таком случае, когда он действительно этого заслуживает. Если похвала в адрес ребенка звучит постоянно без повода, то и развивается эгоизм, самовлюбленность, что в будущем влечет проблемы с адаптацией и отклонением в поведении. Исправление – это отрицательные черты характера, плохие привычки, неблагоприятные поступки не должны оставаться без внимания взрослых. Последовательно и спокойно надо объяснять детям, какое поведение неприемлемо и почему. Также открытое общение. Ребенок должен быть уверен, что его всегда поймут и поддержат. Страх перед наказанием делает его лживым, изворотливым, замкнутым. Поэтому проблемы нужно обсуждать и решать спокойно, когда он научится доверять взрослым. Совместные занятия, то есть это могут быть совместные игры, совместное прочтение книг, обсуждение каких-то вопросов и проблем. И положительный пример взрослого. Доброжелательная атмосфера, взаимное уважение, понимание формируют здоровую самооценку ребенка, что влияет на его поведение и адаптацию в социуме. Я как педагог-психолог в детском доме провожу занятия с детьми, которые попадают в группу риска. И сегодня хочу привести пример некоторых упражнений, которые я провожу с детьми. Одно из упражнений называется направленная визуализация. Цель данного упражнения – это развитие воображения, развитие навыков самостоятельного нахождения выходов из сложной ситуации, развитие рефлексии. Необходимые материалы – это бумага, краски, цветные карандаши, толстые и тонкие кисти. Такое занятие можно проводить как в группе детей, так и индивидуально. Дети садятся поудобнее, и психолог включает спокойную релаксационную музыку, и дети слушают психолога. Расположитесь удобнее, глаза закрыты. Когда вы закрываете глаза, возникает пространство, в котором вы находите себя. Это ваше пространство. Вы владеете таким пространством в этой комнате и в любом другом месте, где вы находитесь, но обычно не замечаете этого. При закрытых глазах вы можете почувствовать это пространство. В нем находится ваше тело и воздух вокруг вас. Это приятное место, потому что это ваше пространство. Обращайте внимание на то, что будет происходить с вашим телом. Если почувствуете напряжение в какой-нибудь части тела, не пытайтесь расслабиться, просто отмечайте это. Следуйте за всем телом от головы до кончиков пальцев. Сейчас я вам расскажу маленькую историю и приглашаю вас совершить воображаемое путешествие. Представляйте, что мы идем вместе. Мысленно воображайте то, о чем я вам расскажу. И замечайте, как вы будете себя чувствовать, пока будете делать это. Обратите внимание на то, будет ли вам приятно совершать это маленькое путешествие или нет. Если какая-нибудь часть путешествия вам не понравится, не нужно его совершать, просто слушайте мой голос. Следуйте за мной, если хотите, и следите за тем, что происходит. Затем психолог рассказывает историю. История имеет 3 части – начало, кульминацию и завершение. История зачитывается медленно, с большим числом пауз, чтобы дать возможность ребенку представить себе вещи, которые возникают в процессе рассказа. Есть 2 варианта. Я предложу вам оба. Вариант номер 1. История называется «Куст роз». Закрой глаза и войди в свое пространство. Вообразив себя кустом роз, посмотри, какой ты куст. Есть ли на тебе цветы? Если есть, то какие они? Может быть, не обязательно, что они будут розами. Какого цвета твои цветы?
Сколько их у тебя? Полностью ли распустились твои цветы? Или у тебя только бутоны? Есть ли у тебя листья? Какие они? Как выглядит твой стебель и ветви? Как выглядят твои корни? А может быть, у тебя их нет? Если нет, то какие они? Где ты растешь? Что окружает тебя? Как ты поддерживаешь свое существование? Кто-нибудь ухаживает за тобой? Какая сейчас погода? А теперь ты возвращаешься обратно. Открой глаза, и когда будешь готов, нарисуй свой куст роз. Не беспокойся, хорошо ли ты нарисовал. Главное суметь описать свой куст роз. И второй рассказ называется «Безопасные места». Закрой глаза и представь себе комнату, в которой тебе тепло, радостно и совершенно безопасно. Эта комната принадлежит только тебе. Здесь, кроме тебя, тебя здесь никто не может обидеть, никто не может войти, если только ты сам захочешь. Что находится в твоей комнате? Есть ли там кровать, стол, занавески, ковер? Есть ли стул? Он большой и мягкий, деревянный или жесткий? Есть ли там окна? Занавески задернуты или одернуты? Есть ли полки, что на них, журналы или книги, мягкие игрушки, игры? Какая это комната? Не открывай глаза. Посмотри еще раз в эту безопасную и уютную комнату. Открыв глаза, нарисуй свою комнату как можно подробнее. Затем следующий этап – это возвращение из путешествия. После возвращения в бодрствующее состояние предлагается детям изобразить запоминавшиеся ощущения и образы. В процессе воображения возникает состояние рефлексии над материалом воображения. Затем, после того, как дети изобразили, идет обсуждение работы. Если проходит в групповой работе, можно обсудить в малых группах, затем в большой. Если индивидуально, то обсуждаем это непосредственно с ребенком. Задаем такие вопросы. Какие чувства возникли во время путешествия? Что чувствовал во время рисования? Что нового обнаружил в себе? Следующее упражнение, которое я также предлагаю детям, называется «Целительный след на бумаге». Также можно проводить его индивидуально или в групповой форме. Сначала у ребенка мы спрашиваем, давай мы с тобой вспомним, какие есть положительные черты или те черты характера, или те поступки, за которые ты очень гордишься. Как правило, у детей часто возникают вопросы, какие есть во мне черты, а чем же я могу гордиться. И тут можно предложить список, да, ты умеешь хорошо рисовать, да, ты умеешь хорошо петь, у тебя получается ухаживать за цветами, ты хорошо справляешься с математикой. То есть мы помогаем ребенку и приводим несколько примеров. Затем ребенок пишет на листочке те положительные качества, те черты его характера или те поступки, за которыми ему было очень гордо. Затем мы даем ребенку лист бумаги и предлагаем разделить его на 3 части. И на каждой из этих частей нарисовать то свое качество или тот поступок, за который он гордится. После того, как ребенок закончил рисовать, мы предлагаем обсудить. И всегда мы обсуждаем и также хвалим ребенка. Если происходит это занятие, упражнение проводим в групповой форме, то каждый из участников тоже хвалит этого ребенка. Как хорошо ты умеешь рисовать, как здорово ты умеешь петь, у тебя это хорошо получается. Такое упражнение повышает у ребенка уверенность в себе, а особенно среди сверстников, где для него это очень важно. Следующее также я провожу с детьми и сказкотерапию. Сегодня я хочу вам предложить небольшую сказку, которая называется «Тучка». После прочтения этой сказки также мы с детьми обсуждаем ее. В одном уголке необъятного голубого неба жила семья туч. Туча папа занимал в небесной канцелярии очень высокий пост. Был главным по грому, поэтому он всегда ходил хмурым и сердитым. Туча мама уважала своего мужа и во всем старалась ему подражать. Поэтому со всеми знакомыми она была холодной и мрачной.
Их маленькая дочка Тучка, глядя на родителей, тоже научилась быть сдержанной и, повзрослев, стала такой же хмурой и холодной, как они. Когда-то у маленькой Тучки был друг Солнышко. Они вместе на перегонки бегали по небу и играли в прятки. Но со временем Тучка отдалилась от него. «Что с тобой?» – часто удивлялось Солнышко. «Пойдем, поиграем». «Не хочу», – раздраженно говорила Тучка и хмурилась. Однажды, когда Солнышко в очередной раз попыталась заговорить со своей подругой, та воскликнула: «Не лезь не в свое дело! И вообще, ты стала слишком любопытна и надоедливым». С этими словами она повернулась спиной к Солнышку и закрыла его. «Наконец-то никто не будет меня беспокоить и приставать с глупыми вопросами», – подумала Тучка и нахмурилась еще сильнее. Так, наедине со своими мыслями, она просидела 5 дней. На шестой Тучка посмотрела вниз и с удивлением заметила, что люди на земле стали грустными, а растения поникли. «Как они все на меня похожи», – подумала Тучка. «Но это же хорошо», и она расправилась еще больше. День шел за днем. На земле стало совсем сумрачно и холодно. Люди все чаще смотрели на небо и ожидали появления солнышка. «Но должно же оно когда-нибудь выглянуть», – с надеждой говорили они друг другу и тихо вздыхали. Однако солнышко не появилось. Однажды в их сумрачный край пришли бродячие музыканты. Они пели веселые песни, играли задорные мелодии, и люди впервые за долгое время стали улыбаться. А цветы подняли свои красивые головки и зашелестили нежными листочками. Каждый день музыка разносилась по широким просторам и, наконец, достигла небесных высот. Незнакомые звуки нарушили покой Тучки. Она посмотрела на землю и замерла. Люди ничего не ожидали от неба, жили своей жизнью и радовались. Внезапно Тучка почувствовала себя такой одинокой, что не сдерживалась, расплакалась. На землю полились крупные капли дождя. Но, о чудо, люди подняли голову и улыбнулись, а растения весело зашевелили своими листочками. «Как странно!» – удивилась Тучка. «Я заплакала, а все как будто этого и ждали». Неожиданное открытие следовало одно за другим. Поплакав, она почувствовала себя намного легче. Куда-то исчезла тяжесть и хмурость, а главное, ей понравилось помогать другим. Орошать землю, наполнять река и озера, поить людей, зверей и растения. И видеть их благодарные улыбки. «Зачем же я так долго сдерживала себя?» – задумалась Тучка. И вдруг почувствовала тепло за своей спиной. Она обернулась и увидела солнышко. Впервые за долгое время ей стало стыдно. «Извини меня», – робко произнесла Тучка и отодвинулась в сторону. Тучка немного помолчала и снова расплакалась. Но удивительно, чем больше дождинок падало на землю, тем легче ей становилось. «Что же это такое?» – подумала Тучка. «Я жила так, как и мои родители, а оказывается, интереснее дружить с другими, улыбаться им и получать улыбки в ответ. Как много мне еще предстоит узнать. Так что я сижу на месте и теряю время». И Тучка, которая стала такой легкой и белой, что ее можно было бы спустить с облаком, двинулась с места и поплыла путешествовать по небу. «Счастливого пути!» – радостно пожелала и солнышко и помахала вслед золотыми лучиками. Дальше идет обсуждение сказки. Можно задать следующие вопросы. Попросить нарисовать Тучку такой, как вы ее увидели. Спросить, почему Тучка, когда выросла, стала неприступной и сдержанной? Что и произошло на Земле, когда Тучка закрыла солнышко? Кто и по каким образом изменил настроение жителей Земли? Что произошло после того, как Тучка проявила свои эмоции и заплакала? Знакома ли вам такая ситуация и те чувства, которые испытывала главная героиня? Чему мы можем научиться у этой сказки? Также по профилактике употребления психоактивных веществ детям мы можем показать фильмы. Существует такой фильм, который называется «Дневник Насти». Этот фильм построен таким образом, что просмотреть часть фильма, в нем уже описаны вопросы для обсуждения. Затем идет следующая часть фильма, и также идут вопросы для обсуждения. И закончить свое выступление сегодня я бы хотела таким высказыванием. Какой бы поступок ни совершил ребенок, он нуждается в сочувствии. Оно ему не навредит, но расступит лед недоверия и отчуждения. Это первый шаг взрослых на пути к ребенку.
чтобы правильно понять его, принять и вовремя помочь. Более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими. На этом большое спасибо за внимание. Я прощаюсь с вами. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их в чате и также написать, откуда вы и куда можно написать вам ответ.